Шалом, друзья! Сегодня мужики едут на речку, на рыбалку там, но не на удочка там, по своим делам. И я тоже вместе с ними решил, попроситься, они не отказали. Взяли вот такое сани, посадили меня на буран. И вот на улице где-то морозца минус 22, минус 23. Вот так. Нормально. Такой нормальная встряска для организма. Чтобы не превращаться там в растение, надо. Вот еду на коляске X-Power, потому что она легкая. Аккумуляторы не работают, как каталка она получается. Она легкая, и поэтому взяли меня на этой коляске. И будем еще, цель этой поездки еще, как я буду сидеть, то есть устойчивость вот этих саней, когда я сижу. Получается общее количество у нас 5 человек. Для бурана это получается плюс так скажем. Вот так выглядит сбоку, как мы устроились все. Вот. Я считаю, такие поездки тоже нужны с друзьями, с мужиками. Нормально так даже. Сейчас смотрю и даже вот на кадрах видно, что холодно. Вот такой рассвет. Рассвет у меня. Это рассвет, а время уже 9 часов, ребята. А солнце у нас поднимается и опять 12 часов уже старается обратно вниз. Опять за верхушки деревьев спрятаться. Такая зима у нас в Куме. Едем нормально. Сижу, даже нету никаких там, чтобы я боялся там перевернуться или что-то. Сижу очень удобно сидеть. Да, немножко ветрено, продувает чуть-чуть. Но в следующий раз все промахивают штук и одену там более такую ветрозащитную одежду, когда будем выходить. Наверное, ребята, морозец чувствуется по кадрам, потому что солнце выходит. Я же говорю, что не очень тепло на улице. Минус 23 точно есть, наверное. Это уже мы подъезжаем к моему любимому озеру. Сегодня у нас задача ехать до речки. Уже сворачиваем с основной дороги на Бураницу. Бураница была сделана где-то дня 3 назад. После этого была пурга небольшая и все замело. Вот, как видите, это не весна, и поэтому снегом пушистый. И буран с легкостью пробывает заново дорогу себе. Хотя сидим, например, вместе с водителем, нас 5 и еще коляска моя. Очень легко все тащит. Многие подумают, что это зачем эти прогулки, а вот вы посмотрите, красота же. Часа 2 прогулки я немножко может замерз, но это тоже для организма, для закалки полезно. Видите, какой лес у нас такой красивый, весь в снегу. Как бы я с дома увидел эту всю красоту? Нет, никак. Мы уже скоро сейчас будем выезжать к речке и подъезжать. А едем мы к речке, где я летом обычно рыбачу. Вот здесь я по этой дороге на своей коляске часто прогуливался.
Ну, может, в предыдущих видео вы, наверное, смотрели. Вот. У меня такой сегодня формат, что озвучиваю за кадром, потому что не было возможности там снимать нормально, когда едешь. Ну, надеюсь, ничего плохого в этом нету. Вот, мы уже почти у речки Мышера. И вот подъезжаем, ребята. И такой сюрприз у нас. Оказывается, сверху льда образовалась вода. Ну, снег придавил чуток, лед сантиметров 5. И сверху льда вода. Это у нас называется, по коме называется бурет. А я не знаю по-русски, как он называется, когда сверху образуется вода. И мужики вот думают меня, на буране туда не полезешь, потому что буран потом замерзнет. И вот мужики мне прямо вот это, на этих санях прямо вытащили на руках. Ну там 4 мужиков, быстренько меня сюда. Раз. Я попробовал там, наверное, полчасика порыбачил. Не клюет, так я и потом перестал. Просто посидел, посмотрел на эту красоту. А это уже обратно-то не снимал дорогу, зачем? А это уже я добрался до дома, и вот посмотрите, меня просто берут мужики и перекладывают на коляску. Ой, с коляской, то есть с саней. 4 мужиков, они это все делают. Аккумулятор почти сдохший, и коляска превратилась в каталку. И вот с легкостью тоже меня поднимают. Вот такая моя поездка удалась, ребята. Я не жалею, что немножко замерз, очень даже приятная прогулка. Ладно, на этом все. Всем пока. Всем удачи.